В этом году День профсоюзов совпал со 120-летием профсоюзного движения Казахстана и 35-летием Федерации профсоюзов. В честь празднования юбилейных дат в Астане 10 октября состоялся торжественный форум Федерации профсоюзов Республики Казахстан. Мероприятие собрало около 300 участников, от почтенных ветеранов, стоявших у истоков становления профсоюзного движения, активистов со всех отраслей и регионов, до ярких представителей трудовой молодежи и социальных партнеров. Приветствуя участников форума, председатель Федерации профсоюзов Сатыбалды Даулеталин обозначил исторические вехи профсоюзного движения и подчеркнул, что 120-летняя история началась как движение за человеческое достоинство. Они боролись за элементарное, что в рабочий день не длился 14 часов, чтобы труд женщин и детей не использовался безжалостно, чтобы за трамвай платили компенсацию. Эти требования казались тогда смелыми, а сегодня они стали нормой. В разные эпохи профсоюзы были там, где решались судьба страны. Годы индустриализации именно люди труда. Объединенные профсоюзы строили заводы и железные дороги осваивали целину. Во время войны профсоюзы помогали фронту и тылу, поддерживали семьи фронтовиков, собирали средства и ресурсы. В послевоенные годы они стояли у истоков восстановления народного хозяйства, строили новые города, школы и больницы. История профсоюзов – это история народа Казахстана, история труда, история мужества, история солидарности. Эта история продолжалась и в новой эпохе, годы независимости. 35 лет назад, в 1990 году, в непростых условиях крушения старого мира и рождения нового была создана Федерация профсоюзов. Это был переломный момент, время надежд и тревог, свободы и хаоса, новых возможностей и тяжелых испытаний. Для молодого поколения профсоюзных активистов это событие уже покрыто благородной паутиной, но для многих из присутствующих события прошлого памятны и живы. 35 лет – немалый срок для организации, которая самый сложный для нового Казахстана период стала кормчим для миллионов людей труда. Мы сумели сохранить профсоюзы и, самое главное, поддержали человека труда. Мы заложили с нуля систему социального партнерства, равноправный диалог государства, работодателей и работников. Сегодня эта система – реальный инструмент защиты, работающий на всех уровнях. За 35 лет Федерация профсоюзов многое пережила и изменилась. Но одно осталось неизменным – вера, справедливость, уважение к труду и верность человеку. И жизнь доказала – профсоюзы – это голос правды и опора для тех, кто трудится. Обращаясь к ветеранам, глава Федерации профсоюзов особо выделил 35-летнюю историю ФПРК, подчеркнув ее основополагающую миссию. Дорогие ветераны, позвольте в этот день сказать вам самые важные слова. Вы хранители памяти, вы живая история профсоюзов, вы свидетели и участники всех великих перемен. Вы помните забастовки 90-х годов, когда рабочие впервые открыто начали требовать справедливости. Вы помните, как приходилось защищать людей тогда, когда рушились привычные устои, и система казалась обреченной. Когда закрывались предприятия, когда зарплаты задерживались месяцами, когда люди не знали, что будет завтра. Вы не дали профсоюзам исчезнуть. Вы сохранили доверие народа. Вы доказали, солидарность сильнее любых испытаний. Мы склоняем головы перед вашей стойкостью. Мы гордимся вами. Мы благодарим вас
за доверие людей, за то, что передали нам не только организацию, но и дух профсоюзов, дух борьбы за справедливость. Ваши судьбы – это страницы истории Федерации. Ваш вклад – это фундамент, на котором мы стоим. Низкий вам поклон за вашу веру, за вашу преданность, за вашу любовь к человеку труда. В знак глубокого уважения ко всем ушедшим лидерам и активистам была объявлена минута молчания. Переходя к современности, председатель Федерации профсоюзов представил результаты, достигнутые благодаря росту влияния крупнейшей общественной организации, которая сегодня объединяет почти 2 миллиона человек. Мы смогли сохранить и укрепить профсоюзы, ту опору, на которую сегодня опираются миллионы работников. Сегодня Федерация профсоюзов – это почти 2 миллиона человек. Каждый третий трудящийся в стране член нашего профсоюза. Это 24 отраслевых и 18 территориальных объединений. Это 16,5 тысяч первичных организаций, где каждый день решаются судьбы людей. Это 2000 штатных профсоюзных работников, 90 тысяч профсоюзных активистов. Все они объединены в единую систему членских организаций Федерации профсоюзов. Нас измеряют цифрами, но настоящая сила не в них. Наша сила в доверии людей, в том, что к нам идут тогда, когда больно и трудно, потому что знают, профсоюз рядом, профсоюз не подведет. Сатыбалды Даулеталин отметил, что сила Федерации измеряется не в лозунгах, а в реальной защите судеб. Более 97% организаций, где действуют наши профсоюзы, сегодня живут по коллективным договорам. Только за последние годы их количество выросло на 40%. Это значит, что почти каждый трудящийся знает, его труд защищен. Нам удалось добиться, чтобы труд людей стал оцениваться достойнее. Минимальная заработная плата за последние годы выросла 2 раза. В целом возросла адресность влияния профсоюзов от макроэкономических инициатив до конкретных отраслей. Мы добились, чтобы минимальная зарплата в стране рассчитывалась по-новому, справедливо, с учетом реальных потребностей людей. Мы выиграли в судах. 247 раз люди вернули себе справедливость, зарплату, уважение. И это самая точная оценка нашей работы. Вернули работникам 3,7 миллиардов тенге долгов. Это чьи-то лекарства, одежда для детей, тепло в доме. Мы изменили подход к трудовым конфликтам. Мы проводим ежедневный мониторинг, запустили институт Ембек Елшисе, обучили десятки тысяч людей навыкам переговоров и добились того, что в 97% случаев требования работников были удовлетворены. Это результат не силы давления, а силы аргумента, закона и системной работы. Благодаря этому на сотнях предприятий люди сегодня работают спокойно, уверены, что за ними стоит профсоюз. Международные достижения Федерации профсоюзов, по словам Сатыбалды Даулеталина, укрепили авторитет Казахстана. Впервые в истории Казахстана состоялся официальный визит генерального директора МОД Желбера Унгова. И первая встреча была в Федерации профсоюзов. Это был знак того, что нас признают лидером перемен, с мнением которого считаются. Мы вернули доверие Международной организации труда, подписали дорожную карту МОД все вместе: правительство, работодатели и профсоюзы. Мы восстановили членство Международной конфедерации профсоюзов. Почему это важно? Потому что МКП – это организация, объединяющая более 200 миллионов работников по всему миру. И сегодня мы снова часть профсоюзного движения, и наш голос звучит там, где решаются судьбы миллионов работников. Среди важнейших достижений на международной арене следует отметить, что председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан избран членом Генерального совета Международной конфедерации профсоюзов, вице-президентом Всеевропейского регионального совета МКП. Кроме того, в 2021 году дан старт новой региональной профсоюзной платформе Центральной Азии, и спустя 2 года создана Организация профсоюзов тюркских государств.
За этот период структуры прошли путь от экспертной площадки до реальной региональной силы. Это значит, что сегодня за каждым работником Казахстана стоит не только его отраслевой профсоюз, но и вся мировая семья солидарности. Это признание того, что в Казахстане профсоюзы способны защищать, инициировать и влиять. Эти достижения укрепили авторитет Федерации не только в Казахстане, но и за его пределами. И каждое из этих достижений – это не отчет, а жизнь конкретного человека. Не история одного удачного дня, а система, в которой есть результат. Это и есть смысл профсоюзной работы. Не быть громкими, а быть надежными. Председатель ФПРК остановился на вызовах, стоящих перед профсоюзами, начиная с главной проблемы производственного травматизма. Жыл сайын өндірісте 1300-ден аса адам жарақат алып, 200-ге жуық жан қайтыс болады. Бұл үлкен трагедия. Әр осы цифрлардың артында еңбек адамның өмірі, жанұясы, тағдыры тұр. Бұл қасіреттердің алдын алу мүмкін де, қажет те. Қауіпсіз еңбек тек кәсіподақтың ғана шаруасы емес, бұл бүкіл елдің ісі. Сондықтан біз қауіпсіз еңбек тұжырымдамасын жүзеге асырып, жұмыс берушілердің жауапкершілігін арттыру, қайғылы жағдайға жол бермеу, апаттан кейін әрекет етуіміз, оның алдын алуды қолға аламыз. Осы жерде Қазақстан үшін маңызды істің бірі халықаралық еңбек ұйымының шахтадағы қауіпсіздік туралы нөмір 176 конвенциясын ратификациялау. В числе ключевых приоритетов будущего Сатыбалды Даулеталин отметил справедливую оплату, защиту прав работников неформального сектора и внедрение цифровых сервисов. Все наши достижения имеют подлинный смысл только тогда, когда они созвучны общему курсу страны, когда служат укреплению единства и будущего Казахстана. И здесь я хочу особо подчеркнуть роль президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемеловича Токаева. Все его реформы – это не просто программа изменений, это путь к государству, где человек и труд стоят в центре внимания, где справедливость становится нормой, а достоинство труда – основой развития. Мы ощущаем реальную поддержку президента и видим в его курсе новые возможности для каждого работника, для каждой семьи, для всей нашей страны. Спасибо президенту за это доверие и за открытый диалог с профсоюзами. Федерация профсоюзов полностью разделяет стратегию президента, курс на модернизацию экономики, укрепление социальной справедливости и развитие человеческого капитала. Мы будем надежной опорой в реализации этих реформ, действуя в интересах человека, труда и будущего Казахстана. Сатыбалды Даулеталин также поблагодарил социальных партнеров, депутатов парламента, правительства, Министерства труда, работодателей и представителей бизнес-сообщества. Со словами поздравления в адрес профсоюзов обратились и социальные партнеры. Приветствие от имени председателя Маджлиса парламента Республики Казахстан, председателя партии Аманат Ирлана Кошанова зачитал секретарь партии Даулет Карибек. Кәсіподақ қозғалысы еліміздің әлеуметтік дамуында өзіндік орны бар, ғасырлар тарихы мен тәжірибесі қалыптасқан маңызды институт. Қазақстан Кәсіподақтар Федерациясы миллиондаған еңбек адамын біріктіріп, олардың құқықтары мен мүдделерін қорғаумен қатар елдегі әлеуметтік тұрақтылық пен экономикалық өркендеуге елеулі үлес қосып келеді. Бүгінгі таңда кәсіподақтардың алдында еңбек қатынастарын жаңғырту, адами әлеуетті арттыру және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін күшейту секілді маңызды міндеттер тұр. Осы міндеттерді табысты іске асыру арқылы федерация мемлекет пен қоғамның сенімді серіктесі ретінде ел дамуына зор үлес қоса беретініне сенім білдіремін. С обращением премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова выступила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев кәсіподақтар еңбек қатынастарын реттеуде және жұмыскерлерге лайықты құрмет көрсетілетін, жалпыға ортақ еңбек қоғамын құруда маңызды роль атқаратын атап өтті. Кәсіподақтар Федерациясы мемлекеттің сенімді тірегі, әлеуметтік әріптестіктің белсенді қатысушысы ретінде еліміздегі 2 миллионнан астам еңбекші қауымның құқықтарын қорғауға
еңбек жағдайларын жақсартуға және олардың өмір сүру сапасын арттыруға сүбелі үлес қосуда. За вклад в развитие социально-трудовых отношений и улучшение условий труда казахстанских работников министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Светлана Жакупова удостоена медали Федерации «Үздік әлеуметтік әріптес». Эту награду в День профсоюзов получили и соцпартнеры со стороны работодателей. В их числе председатель Президиума Национальной конфедерации работодателей ПАРЫС Жумабек Жаныкулов и руководители ряда крупных предприятий страны. Конфедерация ПАРЫС высоко ценит деятельность профсоюзов, особенно роль Федерации профсоюзов Республики Казахстан как социальных партнеров и силу, объединяющую поколения, хранящую традиции и уверенно смотрящую в будущее. Работа Федерации профсоюзов Казахстана по продвижению достойного труда, справедливой оплаты и безопасных условий труда вносит неоценимый вклад и построение лучшего будущего для трудящихся нашей страны. Сегодня мы живем в эпоху глубоких преобразований. Впереди нас ожидает много вызовов. С учетом развития современной экономики, это и переход на искусственный интеллект, масштабная цифровизация и модернизация в нашей стране. Мы являемся социальными партнерами, и наш диалог ради созидания. Только совместные усилия позволяют добиться устойчивого развития общества и наших предприятий. Формула нашего партнерства – сильный работодатель, сильный профсоюз. Свои поздравления Федерации профсоюзов адресовали лидеры глобальной политики труда, генеральный директор Международной организации труда Жильбер Унгбо и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Люк Триангл. Генеральный директор МОД Жильбер Унгбо, впервые посетивший Казахстан с официальным визитом в прошлом году, обратился к профсоюзному сообществу Казахстана, отметив значительный прогресс Казахстана в трудовой сфере. Во время моего визита в Казахстан, включая посещение вашей федерации, я лично убедился в глубокой вашей приверженности защите прав трудящихся, развитию социального диалога и построению справедливого будущего труда для всех. Я также высоко оцениваю участие Федерации профсоюзов в более широких реформах, продвижении социального кодекса, расширении защиты трудящихся неформальной и платформенной экономики, продвижении гендерного равенства, борьбе с насилием и домогательствами на рабочем месте, развитии трехстороннего диалога. На международном уровне избрание председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан вице-президентом Всеевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов говорит о растущем влиянии Федерации за пределами Казахстана. Свою солидарность в видеообращении выразил генеральный секретарь МКП Люк Триангл. Сегодня Федерация профсоюзов Республики Казахстан является опорой не только в вашей стране, но и во всей Центральной Азии и в международном профсоюзном движении. Международная конфедерация профсоюзов гордится тем, что стоит рядом с вами в вашей борьбе за полную свободу объединений в законодательстве и на практике. И сегодня мы также можем праздновать прогресс. Парламент Казахстана ратифицировал Конвенцию МОД номер 131 об установлении минимальной заработной платы. Это важный приоритет для Международной конфедерации профсоюзов и большая победа для трудящихся. В ходе праздничного мероприятия состоялась торжественная презентация книги «Гордимся прошлым, меняем настоящее, верим в будущее», изданной Федерацией профсоюзов в честь 120-летия профсоюзного движения Казахстана и 35-летия ФПРК. Это издание является важным историко-документальным трудом, отражающим путь становления, развития и модернизации профсоюзного движения страны. В книге собраны ценные архивные материалы, воспоминания, хроники и аналитика, охватывающие более века самоотверженной работы профсоюзных лидеров и активистов. Важность исторической преемственности в своем выступлении отметил ветеран, обладатель высшей награды ФПРК Касыбодак Дамхы Сиязбек Мукашев, который возглавлял Федерацию профсоюзов более 20 лет. Федерация профсоюзов свой вес и влияние в обществе сохранила. В 2000 году мы констатировали влияние самой крупной и наиболее представительной организации трудящихся Казахстана. Федерация объединяла тогда 30
общереспубликанских, региональных отраслевых профсоюзов и 14 областных профобъединений. Годы подтвердили правоту и жизненность нашей политики в сфере трудовых отношений, стремление действовать адекватно складывающейся ситуации в стране, вести активную и последовательную борьбу за возрождение отечественного производства, за права и социальные гарантии работников наемного труда. В течение всех последних лет профессиональные союзы, именно не отбрасывая предыдущий опыт и не бросая камни в свое прошлое, учились на ошибках и недостатках собственной и международной практики, о чем свидетельствует сегодняшний доклад, сегодняшнее приветствие. Мы гордимся, как вот здесь написано, прошлым, меняем настоящее, верим в будущее. А будущее у Казахстана есть, и мы в этом уверены сегодня. Мы активно вошли в мировую систему развитых стран, поэтому я вам всем желаю более активного участия. Алға Казахстан, алға кәсіподақ, алға қазақ халқы. В рамках форума были подведены итоги и отмечены победители республиканского конкурса «Лучший по профессии». В их числе представители рабочих профессий из различных сфер – нефтяной, горнодобывающей, строительной, сельскохозяйственной, энергетической, транспортной, машиностроительной отраслей, сферы образования и почтовой службы. Лучшие в профессии были награждены специальными дипломами и медалью Янбек Озаты. Со словами благодарности от имени победителей конкурса выступила почтальон Аркалыкского городского узла почтовой связи Костанайского областного филиала Казпочты Бану Басар. Кәсіподақ қозғалысының 120 жылдық мерейтойында Кәсіподақтар Федерациясының 35 жылдық бұл сыйлық екі есе қуаныш. Бұл марапат тек менің ғана жеңісім емес, барлық әріптестерімнің адал еңбектері, жауапкершілік пен қызметі, мұқият барлық жұмысын тиянақты жасап, осы нәтижені жеткізіп отыр. Кәсіподақ Федерациясының 27-ші съезінде қабылдаған стратегияның тұтас бір бөлімі жастарға арналған. Менің ойымша бұл дұрыс. Жастарымызға айтқым келеді, поштаға қызметке келіңіздер. Біз аға буын мамандықтың озық дәстүрлерін сіздерге жеткізуге дайынбыз. Келіңіздер, пошта қызметінің тірегі, жанашыры болыңыздар. Кроме того, в этот день профсоюзными наградами и юбилейной медалью были награждены ветераны, профсоюзные лидеры и активисты и яркие представители трудовой молодежи. От имени молодых профлидеров председатель Совета молодежи Келешек по Атырауской области Серик Кадыров пообещал старшему поколению достойно продолжать дело защиты прав трудящихся. Осыдан бірнеше жыл бұрын өзім үшін маңызды бір ойға келдім. Таңертең жұмысқа, кешкісін үйге асыққан адам бақытты. Бірақ ол бақыттың кілті ең алдымен тұрақты жұмыс пен әділ еңбек жағдайында. Сол себепті де мен кәсіподақ қозғалысының бел ортасындамын. Біз жастар, сіздердің қажырлы еңбектеріңіздің жалғастыратын, ел ертеңін ойлайтын жаңа буынбыз. Кәсіподақ жай ұйым емес, ол әр отбасының жылулық сыйлайтын, қоғамға сенім ұялататын үлкен күш. Осындай ұлы істердің бір бөлігі болу біз үшін үлкен мәртебе. Сөзімді қорыта келе айтарым, біздің стратегиямызда айтылғандай, бүгінгі бірлігі бекем, болашағы кемел кәсіподақ қозғалысы еліміздің тірегі, еңбек адамының қорғаны болып қала берсін. Торжественное мероприятие завершилось концертной программой. На сцене выступили члены профсоюзов, простые работники из различных трудовых коллективов страны, которые продемонстрировали свои выдающиеся таланты в вокале, хореографии и инструментальной музыке.